Вы когда-нибудь чувствовали весь спектр эмоций, который только может испытать человек? Радость, огорчение, удивление и неописуемый восторг почти одновременно, когда одна эмоция быстро сменяет другую, пробираясь в самые глубокие уголки вашей души. Каждый человек, который хоть раз в жизни побывал в театре, мог испытать это чувство. Считается, что театр зародился из древнейших ритуальных празднеств. В них участники изображали трудовые процессы или непонятные для них явления природы. Однако эти обрядовые действия сами по себе еще не являются театром. Искусствоведы считают, что театр начинается тогда, когда начинает получать первый отклик у своего первого зрителя. Первый русский театр официально возник в 1756 году указом императрицы Елизаветы Петровны, хотя, по мнению историков, первые представления начались еще веком раньше при царе Алексее Михайловиче. Возникновение придворного театра было вызвано интересом придворной знати к западной культуре. Уже в XVIII веке театр в России приобрел огромную популярность, стал достоянием широких масс, еще одной общедоступной сферой духовной деятельности людей. Первая пьеса на татарском языке была написана, когда понятие «татарский театр» еще не существовало, в 1887 году. Ее автор – будущий известный татарский драматург, писатель и археограф Габдрахман Ильяси. Судя по названию, «Несчастная девушка» Бичара Кыз – это была мелодрама. Автор пьесы выступил против патриархального уклада семейной жизни, отстаивал права и свободу женщин. Эта драма положила начало реалистической татарской драматургии. Следом появились «Ответ несчастной девушки», которую написал Фатих Халиди, и первая пьеса Галяскара Камала «Несчастный юноша». По официальной версии, первый публичный спектакль на татарском языке состоялся в Казани 22 декабря 1906 года в помещении нового клуба, ныне улица Горького, 13. Актеры-любители представили драму турецкого автора Намика Кемаля «Жалкое дитя», а во втором отделении комедию «Горе от любви», также переведенную с турецкого языка. До революции театральные представления состояли из двух частей. Сначала играли полномасштабный спектакль, а напоследок какую-нибудь одноактную пьеску, водевиль или фарс. Но фактически первый татарский спектакль был сыгран на широкую публику 5 мая 1906 года. Этому событию способствовал статский советник Ибрагим Терегулов, который написал городским властям письмо-прошение на публичный показ. За каких-то 12 лет татарский театр вышел на уровень русских передовых русских театров. Это, конечно, сверхскорый темп развития, когда то, на что в других национальных культурах уходили десятилетия, а иногда столетия, у татар ушло всего 12 лет, было спрессовано. И, конечно, какие-то вещи потом пришлось догонять уже в 20-е, в 30-е, в 40-е годы и возвращаться к истокам, потому что когда ты резко глотаешь, ты не чувствуешь чувство насыщения, но ты как бы не всегда распробовал, когда ты еще не умея толком, может быть, играть какие-то в простых ролях, ты выходишь уже в роли Отелло, ты выходишь в Городничем в «Ревизоре», в Фамусове «Горе от ума». Это все шло, потому что зритель был интеллигентный, в общем-то. Первый татарский спектакль был сыгран в зале Союза приказчиков. Он находился здесь, на улице Большая Красная в Казани. Зал Союза приказчиков, вмещавший около 100 человек, во время первого показа был полон. Представление шло до 2 часов ночи и вызвало восторженные отзывы. Спектакль прошел как новинка для Казани весьма блестяще. Уже вскоре, по просьбе зрителей, спектакль решили повторить, и это было сделано 22 декабря 1906 года в помещении уже нового клуба. Накануне по городу были расклеены афиши, и публики собралось столько, что яблоку негде было упасть. Этот день и стал точкой отсчета театральной истории татар. В
Впрочем, историкам известно и о более ранних попытках организовать публичные спектакли на татарском языке. Например, в Оренбурге. Еще в 1905 году выпускник Казанской учительской школы Ильяс Кудашев-Ашказарский организовал здесь небольшую, но сильную труппу из актеров-любителей и с энтузиазмом взялся за постановку пьесы Островского «В чужом перу похмелья», которую сам же и перевел на татарский язык. Более того, действие пьесы он перенес в татарскую среду, а всем персонажам дал татарские имена. Уже был назначен день премьеры, 3 декабря 1905 года, но мусульманское духовенство воспротивилось этому, и спектакль не состоялся. Лишь спустя полгода после первого публичного спектакля в Казани Кудашев-Ашказарский повторит этот опыт в Оренбурге. В мае 1907 года оренбургская труппа впервые выезжает на гастроли по городам Поволжья. В Нижнем Новгороде в труппу вступает первая женщина – Сахибжамал Гизатуллина-Волжская. Известно, что до этого все женские роли в театре играли актеры-мужчины. Волею судьбы там же, на Макарьевской ярмарке, где выступали татарские артисты, окажется в поисках работы молодой человек по имени Габдулла Кариев. С ярмарки он уедет вместе с труппой и всю оставшуюся жизнь посвятит татарскому театру. Первая в России труппа мусульманских артистов драмы под руководством Кудашева-Ашказарского вскоре найдет для себя короткое и звучное имя – «Саяр», что в переводе означает «странствующий». По легенде, это название предложил Габдулла Тукай, друживший со многими артистами. Несмотря на то, что с осени 1908 года труппа базировалась в Казани, в жизни татарских актеров по-прежнему не было ничего стабильного, ни устроенного быта, ни постоянного заработка. В то время в русском театре уже Станиславский, уже Немирович, уже Мейрхольд, уже Таиров, уже ряд других, Евриинов или там Комиссаржевский. Уже развита режиссерская мысль. У нас пока все вместе. Актер Габдулла Кариев, он и драматург, он пишет пьесу, артист. Он режиссер, он и актер, он и администратор, он и антрепренер, он и рекламщик, он и пиарщик, если говорить современной терминологией. Вот. Но тем не менее в 2018 году они достигают очень высокой точки. Именно эта плеяда, артисты театра «Саяр», стояли у истоков татарского профессионального театра. Каждый из них был яркой и разносторонне одаренной творческой личностью. Кудашев-Ашказарский был не просто актером и талантливым антрепренером, прекрасно пел, играл на нескольких музыкальных инструментах. Габдулла Кариев в одном лице был художественным руководителем, режиссером и ведущим актером труппы. Внешность Гизатуллины-Волжской была под стать тем лирическим героиням, которых она играла, невысокого роста, хрупкая, с большими выразительными глазами, красивым грудным голосом. Не секрет, что в числе поклонников ее таланта и женской красоты был и сам Габдулла Тукай, посвятивший первой татарской актрисе вдохновенные поэтические строки. У молодых и талантливых артистов были непростые характеры, и со временем творческое взаимопонимание давалось им все труднее и труднее. Первым из «Саяра» ушел Кудашев-Ашказарский. Впоследствии он организует еще несколько татарских трупп, но в конце концов, разочаровавшись в театре, отдаст предпочтение музыке и уйдет на эстраду. А спустя несколько лет, в 1912 году, из-за возникших творческих разногласий труппу «Саяр» покидает звезда сцены Гизатуллина-Волжская. Мы не знаем, как бы все было, не будь революции, не будь гражданской войны, не будь голода. Но так или иначе труппа распадается, потому что в 18 году Казань занимают войска Белочехов, Колчака. Они расстреливают, значит, Муланура Вахитова, ряд других деятелей мусульманского социалистического комитета, ряд коммунистов. Труппа распадается, «Саяр», и все другие труппы. Надо было сказать, что в 12 году первая татарская актриса Сахибжамал Гизатуллина-Волжская уходит из театра, из «Саяра», и организует в Уфе вторую труппу «Нур», «Луч». А еще через 3 года Валиулла Муртазин-Иманский создает в Оренбурге третью труппу «Ширкет». А в 17 году возникает труппа «Ан». В 19 году еще там... То есть этих труппы начинают множиться, но все они в связи с тем, что места компактного проживания татар, они дважды переходят из рук в руки. Весной 1921 года
Казань снова становится центром театрального искусства. Здесь создается первый государственный драматический татарский театр имени Красного Октября. Его творческое ядро составили актеры труппы «Саяр» и частично «Нур». Габдулла Кореев до этого дня не дожил, и во главе первого татарского стационарного театра встает его ученик Карим Тинчурин. Он пишет одну за другой свои лучшие пьесы: «Американец», «Угасшие звезды», «Казанское полотенце», «Голубая шаль», «Без ветрил» и другие. Успеху этих постановок способствовали также мелодии Салиха Сайдашева, который в театре заведовал музыкальной частью. Именно Карим Тинчурин в театр собирает творческую интеллигенцию, в качестве суфлера приглашает и молодого Хади Такташа. В 1926 году Карим Тинчурин ставит новый спектакль «Голубая шаль». С первого показа эта постановка завоевала особую любовь зрителей. Долгие годы театральные критики пытаются разгадать этот феномен, почему именно этот спектакль спустя столетия все так же популярен. Казалось бы, у этого спектакля легенды весьма незатейливый сюжет. Молодой шахтер Булат полюбил девушку Майсару. Счастью влюбленных мешает хитрый и наглый мулла, но в итоге справедливость торжествует. Майсара и Булат в финале пьесы снова вместе. Тут надо понять, как изменился зритель. Если до революции труппа «Саяр», да и труппа «Нур», она в основном имела дело с просвещенным городским национальным зрителем, татарским зрителем. Это были какие-то купцы, это были приказчики, это были студенты, это были шакирды продвинутых джадидистских медресе. В общем, это был первые татарские поэты, такие современные поэты, современные драматурги и так далее, так далее. То есть это Казань же кипела. В 1905 году разрешили издавать газеты и журналы на татарском языке. Сразу их обилие возникло. Сразу возникла профессия там национального журналиста. Они, другие, все освещали. Очень много появились критики, появляется театр, появляются театральные обозреватели вокруг него и другие смежные профессии. Понимаете? А после голода 21 года и, собственно, после революции в Казань пришел сельский житель, активно мигрировал из сельской местности. В год создания «Голубой шали» Карим Тинчурин пишет еще одну жемчужину татарской драматургии – сатирическую комедию «Без ветрил» Жилкен Сезлер. Это действительно была одна из лучших пьес драматурга. 20-е годы для татарского театра становятся очень радужным временем. В 1922 году Карим Тинчурин создает первый татарский театральный техникум и руководит первым выпуском актеров, на котором будет учиться и отец будущего легендарного режиссера Марселя Салимжанова, Хаким Салимжанов. Именно в 20-е годы татарский театр приобретает мощный творческий капитал. В театр приходят первые профессионально образованные режиссеры, активно ставятся пьесы будущих классиков татарской драматургии Фатхи Бурнаша и Тазиги Зада. В 1926 году театр получает звание академический. Тогда это действительно значило очень много. К сожалению, в 90-е годы 20 века, в ранний постсоветский период, очень многие театры просто нахватали себе этих званий, потому что Минкульт РФ тогда давал их направо-налево. Например, наш Качаловский театр, он стал академическим с приходом Александра Яковлевича Славутского. То есть сейчас мы оба академические театры, но мы с 26 года, в один год с Вахтанговским театром, в один год с Большим театром это получили, понимаете? И это был действительно показатель возросшего уровня мастерства. Безусловно, ведь не случайно, что именно татары, помогли создать с башкиром башкирский театр. Валиулла Муртазин Иманский, он стоял у истоков башкирского профессионального театра. 1927 год – это год великого перелома в политической жизни страны. В Москве был подавлен путч, попытка государственного переворота, организованная Троцким, который, как показывает история, ради достижения своей цели был готов на все. В 1927 в стране начинается коллективизация, а в 1934 создается Союз писателей. Эта организация в итоге начинает четко регламентировать, о чем писать пьесы, какие темы угодны советской власти, а какие нет. Председатель Союза писателей Максим Горький
впервые произносит и утверждает, что господствующим стилем в искусстве народов Советского Союза должен стать социалистический реализм. Все это приводит к серьезному торможению в развитии многих национальных театров. Впереди будут новые испытания – Голодомор и сталинские репрессии. На каждом из этих этапов деятели татарского театра заплатили высокую цену. 1936 год. В театре с успехом идут пьесы Карима Тинчурина. Их автор широко известен и любим народом. Вскоре он должен был отметить свой 50-летний юбилей. Знаменитый драматург ни о чем не подозревает. Пишет по заданию обкома партии новую пьесу, которую должны были поставить к юбилею Великого Октября. Идут обсуждения, планируются репетиции, однако эту пьесу он так и не сможет увидеть на сцене. Очень скоро его обвинят в национализме и назовут врагом народа. За ним пришли 17 сентября 1937 года. Следствие шло долго. Драматургу в вину вменялись участие в деятельности националистической организации, ставящей целью свержения советской власти, вредительство на культурном фронте и даже шпионаж в пользу Японии. Это были стандартные обвинения политики большого террора. Карим Тинчурин за решеткой подвергался жестоким избиениям. От него требовали назвать мифических сообщников и признать несуществующую вину. Но он, пройдя через весь конвейер пыток, не сломался. Никого не оговорил и своей вины не признал. Карима Тинчурина расстреляют 15 ноября 1938 года. Только в мае 1955 года, после письма его жены Захиды в ЦК партии, прокуратура республики и работники КГБ будут вынуждены признать его невиновным. Все люди, которые реально стояли у истоков татарского и башкирского театра, были расстреляны к 1939 году. Все. И это Тинчурин, у нас Бурнаш был в лагере, ну не расстрелян, но умер в лагере. Это Фатых Сайфи Казанлы, до этого умерли, их бы тоже всех расстреляли. Но очень было жесткое отношение, если мы почитаем литературную энциклопедию, которая выпускалась в 30-е годы, что там пишется о Сагите Рамиеве, что там пишется о Фатыхе Амирхане, что там пишется о Тукае, мелкобуржуазный националист и так далее. Это все, понимаете, все были запрещены. Вот Галиаскар Камал как-то всех устраивал своей нейтральностью. Он устраивал и российские имперские власти, все его пьесы проходили цензуру. Он не покушался на территорию таких запретных тем. И на самом деле может создаться впечатление, что я как-то очень неуважительно к нему отношусь. Напротив, я его крайне уважаю, потому что он породил особый тип театральности. Он близок к Мольеру и Гальдоне. Его театр красочен, масочен. И в первые годы бытования татарского актера именно такая драматургия была нужна. В 1939 году Татарскому академическому театру было присвоено имя классика татарской драматургии Галиаскара Камала. Во время Второй мировой войны многие актеры театра были участниками концертных бригад, выступали на фронте и в госпиталях. Помимо этого, во время войны коллектив театра поставил десятки новых постановок. Здание театра отдали под госпиталь, а камаловцы стали работать в здании Качаловского театра. В годы Великой Отечественной войны театральное искусство было подчинено интересам защиты страны от фашистских захватчиков. Основное место в репертуаре занимали пьесы, пробуждавшие в зрителей патриотические чувства. В 1949 году в Казань приезжает группа талантливых выпускников татарской студии ГИТИСа. Среди них Шахсанем Асфандиярова, Асия Галеева, Гаухар Камалова, Равкат Бекчентаев, Празат Исамбет и многие другие. В 1956 году после 20-го съезда КПСС были реабилитированы славные имена Карима Тинчурина и Фатхи Бурнаша. Это обстоятельство помогло театру обрести второе дыхание. Актеры старшего поколения с воодушевлением принимаются за восстановление «Голубой шали» в режиссерском рисунке самого Тинчурина. В драматургию приходят новые силы – Хай Вахид, Шариф Хусаинов, Аяз Гилязов, Ильдар Юзеев и другие. В 1957 году в Москве проходит декада татарской литературы и искусства, по результатам которой театр награждается высшей наградой СССР – орденом Ленина, а Халиль Абжалилов, первым из татарских актеров, получает звание народного артиста СССР.
1961 году в театр возвращаются выпускники татарской студии училища имени Щепкина, ныне корифеи театра. Начинают писать для сцены их однокурсники, драматурги Туфан Минулин и Рабит Батулла. Весной 1966 года главным режиссером театра был назначен Марсель Хакимович Салимжанов. С его приходом многие связывают начало нового этапа развития национального театра. С первых постановок становится ясно, что в театр пришел лидер, творец, утверждающий главенствующую роль режиссуры. Марсель Салимжанов опирался на группу талантливой молодежи, влившуюся в труппу в 1961 году после окончания высшего театрального училища. Среди них будущие звезды татарской сцены – Нажиба Ихсанова, Ринат Тазетдинов, Наиль Дунаев, Асгар Шакиров, Равиль Шарафиев, Наиля Гараева и многие другие талантливые актеры, которые стали основным актерским ядром труппы. В течение 1970-1990-х годов труппу театра пополнили выпускники Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, второй татарской студии театрального училища имени Щепкина, казанских театральных учебных заведений. В театр пришли молодые режиссеры. Вокруг театра сформировалась группа драматургов во главе с Туфаном Минулиным. На протяжении последней четверти XX века в театре сложился значительный национальный репертуар, составленный как из пьес современных драматургов, так и из классического наследия татарской драматургии. Спектакли «Миркай» и «Айсылу» Исанбета, «Американец» и «Угасшие звезды» Тинчурина, «У совести вариантов нет» Минулина, «Три аршина земли» Гилязова и многие другие. Каждая из этих постановок стали событиями в театральной жизни республики, получили широкое общественное признание и вывели театр в ряд ведущих национальных театральных коллективов страны. В 1975 году народным артистом СССР становится Фуат Халитов, в 1977 Шаукат Бектимиров, в 80-м Габдулла Шамуков, в 84-м Марсель Салимжанов. В 1979 году драматург Туфан Минулин, актер Шаукат Бектимиров и режиссер Марсель Салимжанов за спектакль «Старик из деревни Альдармыш» были удостоены Государственной премии РСФСР имени Станиславского. В 1985 году актер Ринат Тазетдинов удостаивается Государственной премии СССР. Лауреатом Государственной премии России становится в 1991 году актриса Алсу Гайнуллина. Регулярные гастрольные выступления Татарского академического театра в Москве, Ленинграде, в других городах России, Средней Азии, Азербайджана, участие в международных театральных фестивалях в Германии, Финляндии, Турции, Англии принесли ему международную известность, сделали равноправным участником мирового театрального процесса. 9 апреля 2001 года главный режиссер Татарского академического театра Марсель Салимжанов был удостоен престижной награды – главной национальной театральной премии «Золотая маска». Дорогой Марсель Хакимович, я поздравляю вас от имени всей театральной России. Я поздравляю в вашем лице весь татарский театр. Когда-то на этой сцене я вручал золотую маску президенту Республики Татарстан Ментимиру Шамиеву. Сейчас ее принимает ведущий режиссер республики. Я думаю, что 2 кавалера золотой маски в одной республике – это знак того, что у вас дела будут идти отлично. Вплоть до своей смерти великий реформатор татарской сцены Марсель Хакимович продолжал ставить талантливые спектакли, масштабные полотна народной жизни, ярким примером которой стала и его последняя постановка «Баскетболист». Opera tiyatrında cırlıysanız kiler. Seydaşif hem cihanuf muzikların bütün dünyaya çıkaracak. En başta biz Kazan'ın Şelabin Festivali'ni, ondan Moskov'un Bolşoy'una, ondan Grand Opera, ondan La Scala. С 2002 года художественное руководство театра возглавляет Фарид Бекчентаев.
Опираясь на актерскую молодежь, он и сегодня создает яркие спектакли с тонкой психологической атмосферой, которые получают теплое и искреннее признание зрителей. 24 baş kazımız, 12 baş ördegimiz bular. Toyda konaklar uşasınlar gına. Yok Server, bizge kavuşu nasip olmaz. Bir toy, 2 yıl kulmek, mamak şer, şidik geviş, şehir Canı Rusiye'nin yar aldığında, canına rahatlık bular. Театр чудесным образом сочетает в себе почти все виды искусства – литературу, музыку, хореографию, вокал и живопись. В то же время он неотделим от общественного и культурного развития общества и всегда точно и ярко отображает тенденции современности. Некоторые могут не согласиться, сказав, что театр, как развлечение или искусство, постепенно теряет свои позиции. Ему взамен приходит киноиндустрия. Но так ли это на самом деле? Конечно же нет. Театр жив, пока человек будет способен чувствовать и видеть прекрасное.